Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 13 случаев коронавируса выявлено в Абхазии. Общественный деятель Джансу Хадлиба начал бессрочную акцию протеста. СМИ Башкортостана о визите абхазской делегации. В Абхазии выявлено 13 новых случаев коронавируса за 2 недели. Все они проходят амбулаторное лечение. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщила главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчели. По ее словам, число заболевших может быть больше. Жители Абхазии стали реже обращаться в пункты сдачи анализов. Главный терапевт добавила, что в последнее время в основном болеют омикроном, который принято считать более легкой формой коронавируса. Но даже с ним некоторые пациенты попадали в реанимацию. Терапевт посоветовал соблюдать меры безопасности, а в случае заболеваний незамедлительно обращаться к врачу. Общественный деятель Джансу Хадлиба начинает бессрочную акцию протеста. Об этом он сообщил на площади Свободы, где ранее анонсировал крестьянский сход. У нас цены всегда были дешевле, чем в Российской Федерации, чем в Адлере, в Сочи, на 10%. После появления сети заправочных станций «Подорожник» цены начали стремительно расти, как грибы. По 2, по 3 рубля, потом кризис произошел. И сегодня цены выросли до 15 рублей за 1,5 года. Это говорит о том, что хотят выжить государственную компанию «Абхазтоп». Имя ей сменили, компанию превратили в унитарное предприятие, это даже уже не компания. Президент обещал спустить цены. Если этого не произойдет, он обещал уволить «Абхазтоп». Но «Абхазтоп», по всей видимости, как я вижу, он бессилен. Это спустил Азид на 3 рубля, частная компания, без ведома президента. Более того, Абхазгаз пришел сюда, представитель Абхазгаза пришел сюда, Джансух говорит, мы видим ситуацию, идем навстречу, даю слово, на 200 рублей скидываю цену, говорит, и в течение месяца еще на 200 рублей. Он сдержал свое слово. Газ стоил 1100, он сегодня стоит 900 рублей. И в течение месяца он мне дал слово, что еще на 200 рублей снизит. То есть это уже на 40%. И поверьте мне, он сдержит свое слово, я ему верю. А вот остальным я не верю почему-то, вы понимаете? Потому что не вижу ответа. Я обращаюсь к президенту, к главе государства, к правительству. Последний, с кем я разговаривал, это президент главы государства. У меня вопросы к главе государства. Пускай отчитается, скажет, почему он это не сделал. Обещал сделать, не сделал. Почему это произошло? Будем ждать. Речь шла о понижении цен на показатели годичной давности. Президент вот это обещал. Мы хотим увидеть результат. Я не знаю, может он сегодня вечером спустит на всех заправочных станциях. Будем надеяться на лучшее. Они прекрасно знают, как это можно сделать. Одним волеизъявлением президента он может убрать НДС и кучу всего. У нас существует 26 видов налогов, убрав которые можно спустить цены на показатели годичной давности. Этого не происходит. Никакого шага навстречу нету, кроме пустых обещаний. Хватит уже. Эта акция бессрочная, и она продолжается. И никуда отсюда мы не уходим. Люди, вы увидите людей, в 2-3 раза больше людей ежедневно будут сюда добавляться. Напомним, что Джансу Хадлиба в июне провел 17-дневную голодовку в Сухуме в знак протеста на повышение цен на топливо. В ходе акции было собрано около 10 тысяч подписей под этим требованием. Руководство страны в лице президента дало обещание найти выход и снизить цены. Срок обещаний истек сегодня. Новости из Башкортостана. Президент Аслан Бжани, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение. Делегация Абхазии ознакомилась с работой одного из самых современных производств. Это центр по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Гостям показали цех испытаний авиационных двигателей, который является завершающим и ответственным этапом в производстве. Аслан Бжани высоко оценил наработки уфимских моторостроителей. После завершения экскурсии Аслану Бжани была подарена уменьшенная копия истребителя Су-35, двигатели для которого в том числе собираются на заводе объединения. Президент Абхазии, в свою очередь, пообещал хранить ценный для него сувенир в рабочем кабинете.
СМИ Башкортостана о визите абхазской делегации. Делегация Абхазии посетила историко-культурный музейный комплекс Шульганташ и пещеру Шульганташ в Бурзянском районе Башкортостана. Об этом сообщает газета «Красное знамя». Президент Абхазии нашел сходство республик и пообещал порекомендовать жителям Абхазии посещать Башкирию в качестве туристов. Башкирия и Абхазия укрепляют дружеские отношения и сотрудничество. Ради Хабиров обсудил с Асланом Бжани сотрудничество в сферах туризма, промышленности и торговли. Подробнее об этом в сюжете телеканала ЮТВ «Новости Уфы и Башкирии». В среду, 13 июля, глава Башкирии Ради Хабиров встретился с делегацией из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжани. Хабиров назвал народ Абхазии братским для жителей республики. Во времена голода в Поволжье и Великой Отечественной войны именно Абхазия приходила Башкирии на помощь. В рамках встречи обсудили совместные проекты в сферах экономики, туризма, строительства, образования и медицины. То, как устроен Центр управления республикой, пришлось абхазцам по вкусу. Они пообещали перенять опыт работы с жалобами жителей. Необходимость принятия такого решения, создания центра, это говорит о том, что ваш центр просто обречен на успех. Нам интересно, и мы в обязательном порядке вооружимся вашими технологиями и вашими подходами для решения таких же аналогичных проблем, с которыми сталкиваются жители Абхазии. Гостям рассказали и как устроено предприятие УМПО, а конкретно цех по производству вертолетных двигателей. Бжани оценил местные наработки и заявил о сотрудничестве с Башкирией. Другая сфера, в которой республики собираются сотрудничать, это торговля. Президент Абхазии удивился, что в Башкирии нет собственного винодельного производства. Это стало поводом для расширения экономических возможностей. Производство вина, культура виноделия – это та отрасль сельского хозяйства, которая у нас динамично развивается. Мы, кстати говоря, Абхазия после введения санкций являемся импортерами по вину для российского рынка первыми. Мы поставляем около 27 миллионов бутылок вина в год на территории Российской Федерации. У нас есть потенциал роста, у нас несколько хороших предприятий. Недавно был создан союз виноделов. И вот деловые контакты между вот этими предприятиями и возможность выйти на ваши торговые сети с нашей продукцией – это одно из направлений, которое обеспечит нам рост товарооборота. Это первое. Второе, вопрос связан с обеспечением цитрусовых. На самом деле наши мандарины, они очень вкусные, качественные. Также Башкирия и Абхазия решили развивать совместные проекты в туризме и санаторно-курортной сфере. У нас в прошлом году в отношении отдыхающих было совершено всего 2 преступления. Мы считаем, что это много. 2 преступления было. Ну, я вот для потоков 1,5 миллиона человек, надеюсь, вы понимаете, что это небольшая цифра. На лето мы готовим не только правоохранителей к сезону. Большая работа проводится по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, обустройство пляжей. Мы вас приглашаем в Абхазию. Мы приглашаем наших абхазских гостей к нам, потому что у нас тоже есть красивая природа, у нас есть санаторно-курортный комплекс большой, очень технически подготовленный, с очень хорошими медицинскими показателями. И в этой части мы видим, что, наверное, жители Абхазии тоже не хотели бы, наверное, постоянно находиться у себя, да, хотят тоже какие-то территории посмотреть, какое-то лечение, профилактические какие-то действия совершать. Как раз это на территории Башкортостана все возможно. Кроме того, Абхазия готова поддержать инвесторов в туристической сфере с помощью снижения налога на прибыль и имущество на 50%. А Башкирия, в свою очередь, открыта для предоставления абхазским студентам качественного высшего образования. Тот потенциал, которыми наделены наши республики, на этом историческом этапе не используется в полной мере. Мы должны интенсифицировать наши контакты в разных сферах жизни. И эффект синергии, он даст, конечно же, положительный результат для наших граждан. Конечная цель – сделать так, чтобы те товары и услуги, которые производятся в республиках, могли быть доставлены из Абхазии в Башкортостан и наоборот.
Вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии и сроки ее реализации, обсудили в Москве министр экономики Абхазии Кристина Узган и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии. Обсудили подготовительные работы, необходимые в преддверии зимнего периода. Шла речь о потреблении электроэнергии, объемах возможного дефицита и путях решения проблемы. Состоялся предметный разговор о схеме обеспечения возможности проведения ремонтных работ на высоковольтной линии Ачкуара. Вторая встреча вице-премьера Абхазии Кристины Узган касалась вопросов нефтяного и газового комплексов. С первым заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным обсудили вопросы ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии. В совещании участвовали представители соответствующих департаментов Минэнерго. Решения и расчеты, представленные абхазской стороной, коллеги из России отметили как корректные. Участники встречи обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими ценами. В ближайший понедельник состоится расширенное совещание в режиме видеоконференц-связи с участием других федеральных органов исполнительной власти, от которых зависит решение данного вопроса. Совещание на тему регулирования вопросов двойного гражданства и упрощенной процедуры приобретения гражданства России гражданами Абхазии состоялось сегодня в МИД Республики. Об этом сообщает медиацентр внешнеполитического ведомства. В настоящее время прорабатываются условия приема в гражданство России граждан Абхазии. Ведомство своевременно проинформирует граждан республики об итогах работы. Проблемы высшей школы, связанные с Болонской системой образования, в современных условиях обсудили сегодня в АГУ. Состоялась встреча ректора академика Олега Гварами с учеными из Мордовского государственного университета имени Огарева. В составе делегации главный проректор, доктор биологических наук Петр Сенин и декан факультета биотехнологии и биологии Виктор Ревин. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества между университетами в подготовке специалистов по биотехнологии и инженерным дисциплинам. Стороны намерены подготовить и подписать в ближайшей перспективе новый договор о сотрудничестве между АГУ и Мордовским госуниверситетом имени Огарева. К новостям культуры и спорта. Главное культурное событие года в Абхазии – 20-й юбилейный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» состоится 26 и 28 августа. Гала-концерты состоятся в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба и в Государственном концертном зале Пицунского храма. Перед абхазскими зрителями выступят Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественный руководитель, народный артист СССР Владимир Спиваков, дирижер и виолончелист, народный артист России, заслуженный артист Абхазии Феликс Коробов, заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии Вероника Джиоева, Василий Ладюк, мигрант Агаджанян, студентка Академии русского балета имени Вагановой Кристина Чкотуа, ведущий концертных программ Юлиан Макаров. За эти 20 лет фестиваль узнали во множестве стран, предоставляя для его концертов самые престижные залы, от Большого зала Московской консерватории до Карнеги-холл. А начиналось все концертами в Пицунде и Сухуми. Здесь Хибла Герзмава решила провести свой 20-й юбилейный фестиваль, отмечается в пресс-релизе фестиваля. Концерты пройдут при поддержке Министерства культуры России и Абхазии и Росконцерта. Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского обкома партии Бориса Адлиба, состоялась в Центральном выставочном зале. На выставке представлены редкие фотографии семейного архива. Состоялась также презентация книги «Верный сын Абхазии» Бориса Адлиба, составитель сборника писатель Даур Начкеби. Выставку посетили вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр культуры Даур Ковы, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, семья Бориса Адлиба, общественные и политические деятели. О том, как в столице прошла фотовыставка, смотрите сегодня в материале Фаины Мату в программе «Амшахтес». 16 июля отмечает свой юбилей заслуженный артист Абхазии Зураб Маршан. В эфире Абаза ТВ смотрите завтра программу «Амта Ялнахас» в 19:30.
Ижәижәаба шықәса аԥсуа сценаҿы дшыхәыҷыз аҟазара адунеи иалахалаз Аԥсны дшаԥсазтәыз артист Зураб Кәыта-иԥа Маршьан диит Очамчыра раион Отаԥ ақыҭа аԥсуа ҭаацәараҿы. Аибашьра ԥсасадыз ҩынҩажәа рзыҳәсаҳәшьагьы, ҩынҩажәа брызыԥсыдагьы, аибашьра даныргоит ԥшьҩык ааҟалеит, фрынза-фҩык ҳаҟан. Жәба жәаба ихыҵуан, жәба ааба ԥшьҩык аҟан. Ҳара ҭауад хылҵшьҭроуп. Аҳцәа рганахь сабду, ажәытәтәи Кавказтәи аибашьра далахәын, сабду саб иаб. Клуб традиционных лучников АФРХ провел сегодня ежегодный турнир имени Героя Абхазии Валерия Делба. Соревнования состоялись в селе Каманы. Главный приз – переходящий кубок. Подробнее об этом событии расскажем в программе «Амшахтес». Продолжается совместный проект культурно-благотворительного фонда «Ашан» и телеканала «Абаза-ТВ» информационного агентства «Спутник Абхазия». Главная цель проекта – рассказать, как сложилась судьба подопечных фонда после оказания им лечения. Сегодня мы расскажем вам историю спасения Сарии Кишмария. 12-летняя Сария – круглая отличница. Девочка признается, что учеба дается ей довольно легко. Все свободное время Сария посвящает рисованию. В ее коллекции уже десятки альбомов с портретами, пейзажами, натюрмортами, а любимая работа – «Девочка под дождем». Сария мечтает стать дизайнером одежды. О том, что в 4 года ей был поставлен страшный диагноз – рак крови, она не помнит. Не помнит, как 2 года провела в московской больнице и прошла несколько курсов химиотерапии. В помощь Сарии культурный благотворительный фонд Ашана объявил сбор денег. Было собрано 850 тысяч рублей. Всего на лечение за 2 года было потрачено около 2 миллионов рублей. Мама девочки Нала благодарит фонд за то, что объединил неравнодушных людей и спас ее единственную дочь. В эфир Абаза-ТВ выходит программа «Родители». Изготовлена она по заказу и при поддержке ЮНИСЕФ и призвана помочь родителям справляться со своими обязанностями, начиная с беременности и заканчивая совершеннолетием детей. Вопросы постановки на учет будущей мамы, грудное вскармливание, подростковый возраст, творческое развитие детей и многие другие рассматривают ведущие гости программы «Родители». Сегодня в эфире смотрите 2-й выпуск проекта. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода продолжает уже полюбившийся многим телезрителям еженедельный цикл передач «Школа фермера», где агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Сегодняшний выпуск посвящен капельному орошению. Смотрите его чуть позже в нашем эфире. Водоканал сообщает, в связи с прорывом водопровода на пересечении улицы Гулия, академика Мара с 19:00 сегодняшнего дня до 23:00 16 июля прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Нижней части улицы Гумской, район глазной и онкологической больниц, верхней части улицы академика Мара, верхней части улицы Званба, верхней части улицы Чоча, улицы Чернявского, улицы Попаскири, улицы Ласурия. В завершение выпуска прогноз погоды. 16 и 17 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. Из-за перепадов атмосферного давления в субботу с вечера и до полудня, в воскресенье временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман. Атмосферное давление в пределах нормы будет медленно повышаться. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29. Температура морской воды 25 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи и хороших выходных.